Село Брикаланск Ижемского района может стать местом паломничества. Об этом написала газета «Новый Север». Такую идею озвучил настоятель сельских храмов иерей Иаков. Места, говорит, намоленные, стало быть, и потенциал огромный. Сегодня здесь возводят еще один храм Коми-Кижи, как его называют местные. Подробнее об этом разузнала Виктория Денисова. Сруб на фундаменте подготовили, стены установили, завершили часть кровли. Речь о новом храме в Брикаланске. В народе его назвали Коми-Кижи. По своей архитектуре он напоминает Преображенскую церковь с острова Кижи, что в Карелии. По задумке, храм должен увенчаться 22 главами. Пока их 7. Однако возможно, что на этом и остановятся. Строят на пожертвования. Главное сохранить вот этот сам объект, потому как он уже много лет стоит без крыш. 4 реки срубы закончены полностью по всему периметру, и поэтому важнее все-таки накрыть это какой-то крышей и купола устанавливать возможно в любое время по возможности, но в любом храме главное все-таки молитва, и молитва будет возможно, если мы все-таки завершим какую-то кровлю, сделаем какой-то пол, и уже возможно будет проводить в самом этом храме какие-то молебны. Со всего мира по нитке, где пожертвования принимают, где получают выручку от продажи свечей, икон, ладана, всего того, что можно найти в церковной лавке. Приход небольшой, человек 10, и все же планы есть. Летом хотят достроить кровлю. Планы были оцепивания такие, что сделать 22 купола. А у нас сейчас 7 куполов только, и мы хотим вот эти, как сказать, где вот места для куполов, их надо закрыть, чтобы не испортить бревна. Мастеров-то тоже мало, но, вернее, строящих-то там 3 человека справятся или нет. И, может быть, еще кого-то пригласим. В наши дни духовному зодчеству в селе положил начало отец Епифаний. Он приехал в Брикаланск из Архиповки в 2007-м. Примерно тогда же и началось строительство сразу 2 церквей. Коми-Кижи – одна из них. Ну а первый храм появился здесь еще 130 лет назад. Правда, со временем здание пришло в негодность. На его месте впоследствии построили часовню. Очень многие с паломничеством вот с этой миссией выезжают куда-то в Россию. А почему бы не призвать приехать и жителей района, и, соответственно, и Коми, и с России к нам сюда, в Брикаланск. Места замечательные, места красивые, видно Печору, можно разбить палаточный городок. История самого Брикаланска берет начало в 1777-м и связывают его, по поверьям, с разбушевавшейся на берегах Ижмы холерой. Некто Даниил Терентьев, выходец из местных сел, перебрался через Печору, да и поселился у ручья на берегу, который назвал в честь родной деревни – Брикашор. Со временем к нему потянулись и другие люди, а столетия спустя в селе проживало уже более 1000 человек. В селе есть пожарная часть. Уджава администрация. Работает администрация сельского поселения. Много магазинов и пекарня. Важен великий совхоз. Раньше был колхоз, но сейчас только частное хозяйство. Гожем нас уджава маслозавод. Летом работает маслозавод. Посетить Брикаланск непременно стоит, хотя пока что об этом говорят не смело, как указано в местной районке. Изумительная природа, архитектура и, без сомнения, душевные люди, живущие на севере. Чем не причина для путешествия? Виктория Денисова, телеканал Юрган.